В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кадор больше не угрожает сельчанам. Премьер-министр ознакомился с ходом работ по возведению противопаводковых сооружений. Сохранить традиционные ценности. В Сухуми презентовали стратегию развития культуры республики. Трехпритворная композиция храмов. Презентация книги Дениса Чичхали состоялась в Абхазском госуниверситете. Премьер-министр Артур Микваби совершил рабочую поездку в Гульрипский район. В селе Катикыт он ознакомился с ходом работ по возведению противопаводковых сооружений на реке Кадор. В поездке Артура Микваби сопровождал глава Гульрипского района Аслан Барателья. Подробности в репортаже Белы Кварчия. Весенний паводок для жителей села Кацикыт теперь не страшен. Эту насыпь соорудили именно для того, чтобы защитить от наводнения дома и землевладения, расположенные в зоне риска затопления. Премьер-министр Артур Микваби осмотрел сооружение и остался доволен качеством проведенных строителями работ. Кодор – это река горная, Кодор – это непредсказуемая зачастую. Но вместе с тем, конечно, мы хотим так, чтобы люди, живущие здесь, не получили никакого ущерба. В том числе не только, чтобы это в домах по половодье разлились, но все, что будет сеять, все, что будет сажать, чтобы у нас этого не было. Это надо все время контролировать, все время делать. Благодаря компании Нерud Инвест они вовремя это сделали. Мы их начали финансировать. В итоге вы видите. Кстати, по словам специалистов, река Кодор самая мощная на Кавказе, равная по силе Днепру. Высота защитной дамбы 6 метров. В длину она достигает более полукилометра. Это одно из 3 защитных сооружений, призванных остановить разлив реки. Работы на этом участке выполнены уже полностью. Технические характеристики дамбы, уверяют специалисты, позволяют надеяться, что она способна предотвратить даже мощное наводнение. На сегодняшний день паводок не угрожает близлежащим селам, инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям. Раньше река двигалась вот по этому руслу. Мы перекрыли, значит, вот путем устройства этой берегоукрепительной дамбы и пустили реку вот по тому направлению, по которому вы сейчас видите. То есть она раньше шла так. Вы реки повернули? Да. Мы все можем. Сооружением комплекса противопаводковых мероприятий занимается компания Нерud Инвест. Специалисты компании провели работу по выпрямлению и очистке русла реки, а также построили берегоукрепительные сооружения. В данный момент специалисты компании возводят еще одно защитное укрепление, призванное остановить разлив реки. Вторая линия обороны. Сейчас на всякий случай мы делаем, там нет варианта, что прорвало, нет варианта, но если на всякий случай, если даже просочится вода, вот вторая линия, которая она ни в коем случае не даст воде разлиться, и мы часть села спасаем, кладбище, за что люди беспокоятся, потому что, не дай бог, если вода здесь прорвет, эту работу мы не проведем, она может соединиться с Малым Кадором. Малый Кадор, это, не знаю, не доезжает Ранды, и Малый Кадор потом после слияния малым не покажется. Хочу сказать спасибо. Зафиксируйте нам. На самом деле работа большая делается. Она не заканчивается сегодняшним днем. И думаю, что будет сделано так, чтобы Кодор, в смысле, немножко укротить. Сметная стоимость выполненных работ – более 30 миллионов рублей. Большую ее часть оплатил Нерud Инвест. Государство обещает покрыть расходы. Общая стоимость проекта – около 80 миллионов рублей. Белла Кварчия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. По поручению президента Рауля Хаджимба Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия была разработана концепция развития культуры Абхазии, которая и была представлена на коллегии министерства. Во встрече участвовали советник президента по культуре, науке и образованию Владимир Зантария, деятели культуры, руководители театров и музеев. Репортаж Ренаты Шакая.
Цель концепции Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия – формирование гармоничного абхазского общества на основе единого культурного пространства страны, высокой духовности и конкурентоспособной культурной ментальности. По словам министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия, данная концепция предполагает осуществление политики в области культуры таким образом, чтобы в ней сочетались работа по сохранению сформировавшихся на протяжении тысячелетий традиционных культурных ценностей, изучению и продвижению историко-культурного наследия страны с развитием и расширением современных актуальных культурных тенденций. Эльвира Арсалия убеждена, что подобный подход позволит решить ряд вопросов, стоящих перед Министерством культуры. В представленном проекте сформулированы цели, приоритеты и задачи развития культурной политики страны, которые позволят обеспечить эффективное, целенаправленное, динамичное развитие культуры страны. Месяц тому назад получили поручение президента, которое является частью его послания, Министерство культуры Республики Абхазия разработать концепцию развития культуры. Концепция является программным документом. Здесь основная точка зрения, основные принципы и механизмы сохранения традиционной национальной культуры и поддержка современных культурных инициатив. Как отметил заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахи, одним из приоритетных направлений государственной культурной политики в стране является охрана объектов, имеющих художественно-эстетическую, историческую, археологическую, этнографическую ценность. Самым главным в этом ряду нам видится обеспечение необходимых условий для продолжения планомерной работы по формированию государственного единого списка объектов культурного наследия. Определенная работа их есть. Сейчас мы делаем, но нам необходимо в кратчайшие сроки сделать паспортизацию, соблюдение особого режима охраны. Второй пункт задач тоже – обеспечение необходимых экономических, финансовых, материально-технических условий для поэтапного ведения научных и лабораторных исследований, консервационных, реставрационных работ на объектах культурного наследия. К сожалению, это связано с ресурсами, с деньгами, но уже какое-то направление в этом есть, и мы рассчитываем, что это будет. Кроме того, в концепции представлены другие вопросы, связанные с обеспечением доступности культурных услуг и равных возможностей в удовлетворении культурных и духовных потребностей общества. По мнению разработчиков проекта, серьезными препятствиями для решения этого вопроса сегодня являются нехватка информации, материальные проблемы, недостатки работы общественного транспорта, отсутствие комфорта и удобства как для детей, так и для людей с ограниченными возможностями и социально уязвимых групп населения. Как отметил Батал Кубахи, представленная концепция развития культуры позволит определить программу деятельности, ценности и механизмы по ее возрождению и сохранению для будущих поколений. Участвовавшие во встрече деятели культуры, руководители творческих союзов могут внести свои предложения в концепцию, которая после доработки будет направлена правительству для утверждения. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете состоялась презентация книги писателя и историка Дениса Чачхалия. Монография посвящена композиции храмов средневековой Абхазии. Исследование называется «Трехпритворная композиция храмов средневековой Абхазии и ее влияние на архитектонику памятников Алании, Руси и Трапезунда». Репортаж Сарии Смар. В своей книге писатель-публицист Денис Чачхалия подробно рассказывает об архитектуре христианских храмов, расположенных на территории Абхазии. Ученые-искусствоведы начала 20-го столетия и современные авторы нередко обращали внимание на наличие у средневековых абхазских храмов характерных притворов со всех трех главных входов в здание. Однако отдельного исследования по этой теме до сих пор не было. И именно монография Дениса Чачхалия является первым опытом обобщенного и углубленного изучения пристроек в широком географическом и хронологическом диапазоне. В книге в большом количестве представлены фотографии и чертежи древних храмов. Для сбора материала автор неоднократно посещал архитектурные объекты в Абхазии и за ее пределами. Многочисленные исследования подводят автора к выводу о существовании в средневековой Абхазии своей самобытной архитектурной школы. Этой книгой я хотел сказать, что такие понятия, как абхазская школа архитектуры, имеют право на существование именно потому, что у абхазской школы есть свое своеобразие.
И вот своеобразие этой абхазской архитектурной церковной школы и является наличие 3 притворов со всех 3 главных входов в церковь. Вот это ее главное, как сказать, композиционное отличие от всех других школ мира. Денис Чачхаля подробно рассказал, какое влияние трехпритворная композиция храма в средневековой Абхазии оказала на архитектонику памятников соседних стран. Этот стиль был заимствован зодчими Древней Руси, Северного Кавказа, а также нашел эпизодичные применения в Трапезунде. Презентационная лекция автора книги также сопровождалась показом изобразительных материалов. Например, он подробно остановился на архитектуре храмов в селе Лыхне и в Пицунде. Это не первая работа Дениса Чачхаля на тему церковного зодчества. В определенные периоды были изданы еще несколько книг, в которых он подробно рассказывает об абхазских святынях. Сарьес, мэр Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Абхазские паломники, находящиеся в эти дни в Израиле, совершили обряд омовения в водах Святого Иордана. Об этом репортаж Мананы Кокоскир из Палестины. Паломники из Абхазии продолжают посещать святые места Израиля и Палестины. Сегодня они побывали в Иудейской пустыне. Дорога впечатлила своими пейзажами. Монастырские постройки Святого Георгия с древними храмами, часовнями и садами VI века висят как ласточкины гнезда на почти отвесных скалах. В них по-прежнему проживают несколько греческих монахов. Монастырь возник в IV веке, когда 5 сирийских монахов поселились у пещеры, в которой святой пророк Илия скрывался 4 года, а вороны приносили ему еду. Наиболее ярко монастырь расцвел в VII веке при настоятеле Георгии Хазевите, имя которого он носит. Верующие поклонились мощам Иоанна Румынского и прослушали молебен в пещере Ильи Пророка. И сказал Илья: не я смущаю Израиля, а ты, дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне, идите вслед валам. Теперь прошли и садили ко мне всего Израиля на гору. Затем на берегу реки Иордан при большом стечении народа греческий митрополит Исихий произвел чин освящения воды. Святой Дух здесь символизировал белый голубь. Абхазский иерей отец Далмат прочел Евангелие, и вся группа окунулась в воды Иордана. Затем паломники посетили монастырь святого Герасима Иорданского. Он был главой обители и утвердил строгие правила аскетизма. В этот день еще одно место посетили абхазские верующие – храм дерева Закхея. Этот библейский персонаж упоминается в Новом Завете. Сборщик налогов Закхей залез на дерево, чтобы лучше увидеть проходящего мимо Иисуса, и был удостоен принимать Господа в своем доме. Еще один молебен отслужили сегодня верующие из Абхазии в храме, посвященном святому Зосиме, духовнику Марии Египетской. Такой насыщенной оказалась программа Великого Вторника. Манана Кокоскир, Роберт Джопо, Палестинская автономия, Абхазское телевидение. Блок оппозиционных сил Абхазии провел в Сухуме встречу, на которой обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране. В мероприятии приняли участие представители различных политических партий и движений, рассказывает Елена Лолова. Это мероприятие представители блока объединенной оппозиции назвали слушаниями. Их цель – проинформировать общество о готовящемся референдуме. Руководитель инициативной группы по его проведению Даур Таня сообщил о том, что собрано 21 тысяча подписей в поддержку референдума. Но в ЦИК после ревизии подписных листов было передано 19 тысяч. Даур Таня перечислил статьи Конституции и закона о референдуме, предоставляющие право гражданам на плебисцит. Референдум – это цивилизованный способ
способ выражения населением мнения по ключевым вопросам, подчеркнул он. При сборе подписей давления на граждан никто не оказывал, и в заблуждение их также никто не вводил, утверждает Даур Таня. Проведение референдума намного моральнее и намного этичнее, чем выносить какие-то сложные вопросы, касающиеся жизни всей республики, на площади, на митинге. Поводов для референдума много, считают оппозиционеры. Они перечислили, какие именно. Так, по их мнению, президент не смог объединить народ. Людей увольняют по политическим мотивам, задерживают зарплаты и доплаты работникам образования. Руководители оппозиции считают, что власть не выполнила предвыборные обещания. В стране много нерешенных социальных проблем, безработица, а МВД превратилась в патрульно-постовую службу. Консультативный политический совет при президенте Алхаз Квициня назвал бутафорией. Оппозиция хочет знать мнение президента по продаже недвижимости иностранцам. Было ли нецелевое расходование денег в ходе подготовки к выдаче внутренних паспортов, а также почему не закрыты все пункты пропуска на границе по реке Ингур. Бывшая оппозиция, а сегодня руководство государства проводит политику, в которой обвиняли предшественников. Посмотрите заявление бывшей оппозиции. Первым делом он нарушил соглашение кандидатов, которое сам же подписал о правительстве национального согласия. Почему он не сформировал правительство по такому же принципу, по которому он требовал от прошлого руководства страны? Алхаз Квициня прокомментировал инцидент между Виктором Тванба и секретарем Совета безопасности Мухаммедом Килба на встрече в Общественной палате. Ни у партии Амцахара, ни у Виктора Тванба лично нет никаких вопросов к добровольцам. Нам не нравится выступление в интервью Мухаммеда Килбы. И у нас есть к нему вопросы. А вопросы будут такого характера, где он обвиняет 21 числа проведения нашего съезда подготовкой к государственным переворотам. Юрист Андрей Джергеня считает, что у инициативной группы есть все основания для проведения референдума, а противники всенародного опроса, по его мнению, недостаточно хорошо знакомы с законами республики. Как только инициативная группа заявила о своем намерении подготовиться и провести референдум, власть, ее сторонники начали каждый по-своему, кто во что гораздо, опорачивать, унижать представителей людей, которые этот референдум хотят провести. И вообще говорить начали вообще непонятно о чем. То, что они говорили, ни к Конституции, ни к законодательству Республики Абхазия никакого отношения не имеет. Аслан Джаня также считает, что нынешняя команда не способна эффективно управлять государством. Поэтому результаты референдума он легко прогнозирует. Если после того, как будет указ президента, органы государственной власти не сумеют обеспечить условия, при которых волеизъявление будет свободным, мы, оппозиционные силы, соберемся и будем думать, как относиться к этой ситуации, которая в тот период сложится. Если же произойдет чудо, и наши уважаемые руководители все-таки найдут в себе силы, и волеизъявление будет свободным, мы ни на секунду не сомневаемся в результатах этого волеизъявления. Народ выскажется однозначно и не в их пользу. Чтобы референдум состоялся, нужно, чтобы в нем приняло участие более половины избирателей республики. Всенародный референдум проводился в Абхазии лишь однажды, в октябре 1999 года, когда был вынесен вопрос об отношении граждан к действующей Конституции. Елена Лола, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. В Миссере стартовала школа общественно-политического актива АПЗа-2016, нацеленная на обучение командообразованию, публичному выступлению, навыкам убеждения, социальному проектированию. Организатор – Госкомитет Республики по молодежной политике. Теоретическая часть в школе чередуется с практической работой, и у участников есть возможность использовать полученные знания уже на собственном опыте. В течение недели участники проекта смогут получить большой объем нужной и полезной информации в сфере социальной и общественно-политической деятельности. После окончания школы участники презентуют свои проекты в присутствии представителей руководства страны. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.